Хайырлы күннәр. Без 4-нче Балачак халыкара яшь талантлар вокаль конкурс фестиваленә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Наша пресс-конференция посвящена 4-му сезону международного вокального конкурса фестиваля «Балачак. Детство». И я представляю наших гостей. Наша пресс-конференция будет идти на 2 государственных языках. Абдрахманов Радик Махарлямович, Хайрия фондының оештыручысы һәм директора. Добро рядом Ярдәм Янәшә Хайрия фондының оештыручысы һәм директоры. Валиева Резидас Салих-кызы, конкурсның жюри әгъзасы, Татарстанның мактаулы мәгариф, атказанган мәгариф хезмәткәре, Бөтен Россия иҗтимагый академиясе әгъзасы, Файзрахманов Файрат Шамил улы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы. Беренче сорау, Радик Мөхәррәмович, сезгә сөйләп китсәгез иде, менә бу конкурсны оештыру идеясе ничек барлыкка килде, аның миссиясе нәрсәдән гыйбарәт һәм күпме кеше анда быел катнашыр дип ниятлисез? Рахмет. Ассаляму алейкум. Всем добрый день. Вот уже 4-й сезон мы проводим наш международный вокальный конкурс. С каждым годом наш конкурс мы делаем масштабнее, интереснее, лучше, добавляем в него какие-то изюминки, приглашаем звездных гостей, делаем его с участием звезд как татарской эстрады, так и федеральных звезд приглашаем. Вот, значит, наш конкурс ежегодно растет. То есть в прошлом году у нас было больше 1000 заявок. Вот если вы посмотрите на динамику, то в 2022 году было 600 заявок, в 2023 1041 заявка, в 2024 я думаю, что заявок будет больше, потому что огромный интерес к нашему конкурсу. Он у нас проходит в несколько этапов. Есть онлайн отбор, есть офлайн. Вот, и уже самые лучшие приезжают к нам в город со всех регионов нашей страны. Мы для детей организовываем хорошую качественную программу, делаем интересные экскурсии по нашему городу, по нашему комплексу Туган-Авалым. Также я хочу сказать очень важный момент, что в нашем конкурсе участвуют дети с ОВЗ, они участвуют на равных со всеми детьми, и среди них есть очень талантливые, креативные ребята, которые занимали первые места, выигрывали главный приз. Вот, главный приз у нас также это клип, мы дарим в подарок клип, записываем детям, коллективам. Вот, у нас, конечно, в целях сделать так, чтобы клип был записан со звездой. Я сделаю все для того, чтобы звезды нашей татарской эстрады поддерживали детей и участвовали в их развитии, в их творчестве. Вот, и совместно записывали клипы с детьми, чтобы то, что мы делаем, это придавало больший охват, больший масштаб, и было как бы интересно. Вот также хочу сказать, что у нас проходят мастер-классы не только для детей, но и для педагогов. Учитывая то, что у нас приезжают одни из лучших вокальных специалистов в нашей стране, то это полезная информация, полезные мастер-классы для педагогов. Мы также организуем круглые столы для педагогов, которые работают с детьми с ОВЗ. Вот. И это такой праздник, где дети общаются, развиваются, знакомятся между собой и получают много полезной информации. И это, я считаю, что оказывает огромное положительное влияние на развитие наших детей. Вот. И хочу еще сказать слова благодарности тем людям, которые участвуют в поддержке данного мероприятия. В этом году это, во-первых, Министерство молодежи, это комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка, это Ахметов Марат Готович. Он нас
вот уже второй сезон достаточно сильно поддерживает. Это антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан, ну и, конечно, Министерство культуры нашей республики. Вот, поэтому огромная благодарность Республике Татарстан, Раису нашей республики за то, что он принимает участие в нашем международном вокальном фестивале. Вот, но идея самого конкурса родилась у нас вот с Гуздель, да, то есть она тоже, Ренат, вот победитель нашего конкурса, тоже активно участвует и помогают во всех проектах и в организации всех процессов. Вот. И, ну, еще, наверное, о жюри нам расскажет Резда Салиховна, это я уже потом передам слово. И еще, пользуясь случаем, хотел, вот у меня просто коллеги, которые меня очень просили сказать о том, что вот мы буквально вчера вечером в Москве получили федеральную награду. То есть наш проект «Туган Батыр», тоже международный проект, который мы сейчас активно развиваем и над которым работают талантливые команды. Он завоевал награду «Креатив». Это среди быстро развивающихся брендов России. Мы вот завоевали награду в номинации «Креатив». Вот для нас это было очень ценно, потому что здесь нас оценили федеральные министры. Вот, и проект «Туган Батыр», он активно участвует в развитии Балачак, потому что это проекты, они тоже между собой пересекаются, и «Туган Батыр» будет присутствовать в Балачаке. Вот, поэтому спасибо за внимание, я готов буду ответить на любые вопросы позже. Спасибо. Может, покажете, Рамиль, сфотографируйте, может, возьмите на руки. Ну, это статуэтка, а так Статуэтка. там еще помимо этой статуэтки, там много чем нас наградили, поэтому нам было очень приятно. Кто вручил награду? Награду. Это министр Максим Орешкин, да, был Игорь Шувалов, тоже Максим Орешкин, был министр культуры Российской Федерации, вручали награду, то есть наградили наш регион, тоже Татарстан, вот, то есть Равиль Климулджи был на награждении как раз от Татарстана, он принял награду, это наш вице-премьер Ахметов, полномочный представитель Татарстана в России, вот, поэтому очень ценно нам было получить такую награду. Это Росконгресс, это агентство стратегических инициатив, ВЭБ. Вот, ну, поэтому было приятно, что нас заметили. Спасибо. Вот прежде чем дать слово следующему спикеру, посмотрим давайте этот отзыв победителей мы заняли прошлого гран-при, сезона. и благодаря вот этому результату мы сегодня здесь, потому что главный приз – это сертификат на участие в видеосъемке этого клипа. Представляете, что мы увидим потом в результате, а? Какую красоту. Не только мы увидим, да? Увидят все, кто захочет посмотреть. Так что это здорово. Мы очень благодарны этому фестивалю, фестивалю Балачак. Желаем ему процветания. Будем стараться из года в год участвовать, поражать. Да, девочки, так ведь? Посмотрим клип победителя прошлого сезона.
держались, сами пробовали в леса, частушкой наливались. Летят гуки да летят гуки волуся. Летят гуки да летят гуки песня вся. Научились мы писать, научились и читать. Теперь надо научиться их и выливать. Ух ты! Ох! Летят гуки да летят гуки волуся. Летят гуки да летят гуки песня вся. Мы не только поем песни, мы их уходим. А частушки, если честно, это наше хобби. Летят гуки да летят гуки волуся. Летят гуки да летят гуки песня вся. Рахмат. Рачам Ильич, мен айтып кетсеңіз дейді, культура, мәдениет министрлігі яғынан міне бұл конкурсын сіз нешік бәйелейсіз? Бізде бит енді балалар үшін теге конкурслар, фестивальлер көп болса, міне мұнысын сіз нәрсесі білән белгілеп өтер едіңіз, қайсы яғынан? Біріншіден айтмақшы едім, Ярдәм Янашев фонды һәм Радик Мөхәррәмов эшләгән эшләр алар байтак, проектлары күп. Шулай ук мәдәният өлкәсендә ул проектлар күп. Һәм алар чынлап та бер брендка әверелә. Туган батыр инде ул безнең Татарстаныбызның гына түгел, инде Рәсәйнең бер брендына әверелде. Балачакта менә шундый мәдәни брендка әверелеп бара дип әйтсәм ялгышмармын. 4-нче тапкыр узгач инде бу димәк аның эшчәнлегенең дәвамлы икәнлеген күрсәтә. Һәм күрәбез менә күпме катнашучылар саны хәзер былтыр булды, быел инде күбрәк булуына без һичшиксез ышанабыз. Һәм районнарда да аларны бик яхшы хәзер беләләр. Менә бу фестивальгә әзерләнеп баралар. Без районнарга шулай бу мәгълүматны таратып, инде кешеләр, коллективлар, балалар бу проектны көтеп алалар инде. Шуңа күрә менә гала концертның сәйдәш үзәгендә узуы да үзенә күрә бер яхшы мөмкинлек булып тора балаларга, коллективларга, укытучыларына. Бу аларның профессиональ сәхнәгә менүнең беренче тәҗрибәсе булып тора, беренче адымы булып тора. Шуңа күрә бу фестивальнең әһәмияте безнең мәдәният өлкәсе өчен бик зур. Хотел сказать, что фонд «Добро рядом» — это настоящая культурная институция, важная культурная институция для Республики Татарстан. Проектов достаточно много, и Балашак — это один из брендов, культурных брендов Республики Татарстан. Рост количества участников, конечно же, это показатели именно интереса разных коллективов из районов Республики Татарстан, из Казани. Важно, что это первый их шаг на профессиональную сцену, и когда делается первый шаг на профессиональную сцену, важно, чтобы с ними работали качественно, чтобы с ними работали лучшие педагоги, и фонд «Добро рядом» обеспечит это. Это и колледж Алхадиева, это другие жюри. Вот известная певица Дина Мигдал, это
очень важно, что такие люди федерального уровня показывают детям, что профессиональная сцена это реально, что они могут показать себя на ней. И это настоящая лаборатория, вот что важно. Это не просто концерт, это не просто отбор, это настоящая лаборатория. Идет работа не только с детьми, но идет работа, насколько я понимаю, с педагогами, мастер-классы. Это тоже очень важно, особенно для муниципальных районов, да? Чтобы с ними поработали наши лучшие педагоги из лучших образовательных учреждений, из лучших наших культурных институций, чтобы они увидели этот федеральный уровень качества организации подобных фестивалей. Бигзор рахмат әйтәсе килә андый проектларыгыз өчен һәм алга таба да бу фестивальнең катнашучылар саны артачак дип өметләнәбез. Рахмат. Реза Салиховна, расскажите, пожалуйста, вот кто может участвовать в конкурсе, до какого числа идет отбор и у кого больше шансов видеть? Ну, предугадать, у кого больше шансов, это, конечно, сложно, Я потому в что целом я имею в виду. я вот поняла, для- что каждый конкурс, он, вот я являюсь экспертом на очень многих конкурсах, поэтому ты всегда едешь с ожиданием того, что будет что-то интересное, уникальное. Дети сейчас растут именно в плане вокальной школы очень стремительно. Им очень повезло, что они сейчас именно в это время развиваются таким творчеством вокальным, потому что сейчас оно бурно развивается, и очень много возможностей сейчас к саморазвитию в плане вокальной школы. Очень много сейчас хороших экспертов, очень много сейчас есть у нас и мастер-классов, и определенных школ. Вот. Самый сложный этап – это онлайн-этап, на котором мы отсматриваем. Вот в прошлом году, да, Радик Мухарлямович правильно сказал, было больше 1000 заявок. И это самая ответственная задача, когда ты среди такого количества детей должен отобрать как бы лучших из лучших, которые попадут именно в очный этап и покажут свое творчество экспертам. А эксперты у нас ого-го какие. В этом проекте очень... Я отмечу, что он просто грандиозный проект. Я думаю, что он будет набирать обороты больше и больше, потому что таких экспертов, как именно на этом проекте, ну, очень трудно найти сейчас конкурсов, где социального уровня они, да, бесплатные, и чтобы были звезды такой величины. Вот я хочу отметить, что у нас в команде членов жюри находятся не только эксперты по вокалу, которые оценивают именно вокальную школу, а находятся эксперты, которые артисты, актеры, режиссеры, они оценивают как бы не только вокальное мастерство, а номер в целом, да, со стороны актерского мастерства, со стороны творческого потенциала, который ведется сейчас преподавателями. И самое важное, что я хочу отметить, что среди членов жюри у нас есть детки, которые являются участниками проектов, конкурсов, которые, скажем так, в одну ногу шагают с нашими участниками. И на обратных связях у нас, которые присутствуют после конкурсов «Круглые столы», они очень важные вещи, очень важные домыслы говорят детям, пожелания, советы дают, которые могут им помочь на своем примере. Вот. Что хочется отметить, что я как преподаватель сама, будучи как бы вокала, вот мы проживаем в таком замечательном регионе, богатом регионе в Республике Татарстан, и на протяжении 30 лет работы своей для меня главная задача стоит сохранение наших традиций, да, но при этом как бы сюда в развитии и сохранении наших традиций еще развиваться как бы в вокальной школе в новом аспекте, скажем так. И поэтому сейчас очень радостно, что у нас вокальная школа, она бурными темпами развивается, при этом акцент ведется вот именно на сохранении вот этих вот наших культурных традиций. Очень много сейчас композиций поп-фолка, где как бы у нас народные вещи, они
представлены в какой-то новой обработке, в каком-то интересной такой интерпретации. Вот в прошлом году у нас Дина Мигдал, которая является в этом году председателем жюри, эксперт очень высокого класса, композитор, певица, коуч-тренер, замечательная у нее вокальная школа, очень интересные методики. Она просто любит очень Казань, отмечала, что она с удовольствием приезжает в Казань, что здесь всегда очень высокий уровень и вокальная школа на уровне, и то, что ей именно интересно было в прошлом году услышать, то, что как бы наше культурное наследие, наши, скажем, такие классические композиции, народные композиции, они представлены в интересных интерпретациях и как бы соответствуют вот этой вокальной новой школе, что мы в нужном направлении работаем, и ей как бы интересно даже посотрудничать. Вот. В этом году у нас жюри расширилось, и поэтому у нас есть замечательные эксперты из участников, как я уже отметила, то, что у нас это Дениза Хикалаева, победительница многих проектов, как «Новая звезда» и «Голос дети». И что очень радостно, что с нами будет Данил Плужников, это победитель «Голоса», «Голос дети», третий сезон. Да. Олицетворение, я считаю, того, что когда есть мечта, когда есть хобби, когда есть увлечение, надо увлекаться, не надо зажиматься, не надо закрываться, надо показывать, что ты готов к творчеству. И это вот то, что он в наших рядах, я думаю, что это такой определенный стимул для детей, как бы для вдохновления того, что если любишь петь, надо петь, и надо не стесняться, выходить, показывать свое творчество со сцены для других детей. Вот. Также у нас среди экспертов это Марина Сельская, она у нас режиссер, замечательный гала-концерт, она проводит уже какой год, это просто праздник для детей. Сколько отзывов потом приходит от преподавателей, от родителей, от самих участников, что проект действительно просто грандиозный. В этом году у нас еще Владимир Шнитко, тоже имя такое грандиозное, певец, актер, преподает у нас в ГИТИСе и преподает у нас в институте в Московском радиовещании и телевидении Останкино. Вот. И с нами всегда наш неизменный член жюри, очень уважаю, Зульфия Авзалова Нигмедянова, которая является президентом фонда сохранения своей мамы Альфии Авзаловой. Вот. Жюри многогранное, жюри интересное, жюри с широким спектром именно в музыкальном творчестве, и поэтому мы ожидаем, что в этом году будет заявок еще больше. Если их было в прошлом году больше 1000, в этом году их будет, я так думаю, около 2000. Поэтому благодаря тому, что проходит заочный этап, уровень высоченный просто на очном этапе. Вот, очень многие участники отмечают, что прям уровень очень высокий и готовятся. Есть такое, что как бы в силу того, что я еще эксперт и на других конкурсах, я встречаю из других регионов нашей республики, и они спрашивают, а в этом году Балащак будет? Я говорю, конечно, обязательно. Мы готовимся, спрашивают какие-то советы, спрашивают какие-то комментарии, как, чего, что. Вот поэтому радостно, что в течение года у нас идет подготовка к этому проекту, есть интерес высоченный, и я думаю, что просто хочется пожелать удачи этому проекту, что он будет дальше существовать, развиваться, давать нашей молодежи выход к творчеству. Прием заявок до 25 марта, да? У нас прием отбор. заявок, да, в заочном этапе идет, вот он начался с 12 февраля, причем он только открылся, и я знаю, что у родителей уже там открылся прием, там все, надо подавать заявки, то есть люди стремятся быстрее подать заявки, успеть, и он идет до 25 марта, идет обработка этих заявок. В заочном формате у нас отслушивают замечательные эксперты. Это Майя Георгиевна Матвеева, заведующая отделом эстрадно-джазового отделения музыкального колледжа имени Уходеева. Что очень важно, да, что у нас не только эстрадные вокалисты сидят в жюри, и народники присутствуют, потому что у нас конкурс, он многожанровый. Это очень важно, что у нас дети показывают свое творчество в разных жанрах. Мингазова Луиза Петровна у нас сидит, она у нас заслуженный работник культуры, и у нее замечательные очень коллективы именно народного жанра. Поэтому работа предстоит глобальная,
но мы прям с удовольствием ждем эти месяцы, ждем, что творчество, оно такое очень будет насыщенное, интересные номера, радостно слышать, что у нас расширяются наши горизонты, география в нашем конкурсе, что не только Республика Татарстан принимает участие, а другие регионы Российской Федерации как бы приезжают к нам, слышат про нас фестиваль, и потом приезжают неоднократно, еще раз возвращаются к нам. Это говорит о многом, что мы интересны, к нам хотят. Сколько заявок на сегодняшний день? Насколько у меня информация есть, около 230 заявок сейчас. Вот. Мы потихоньку начинаем отсмотр заявок, и уже к апрелю, там у нас стоят даты 9-10 числа, будем собираться, совещаться, уже обсуждать этот весь момент и уже решать, кто именно у нас попадет, какие звездочки новые у нас попадут в очный тур. Спасибо. Давайте послушаем, посмотрим ролик председателя жюри. Привет, таланты! С вами Дина Мигдал, автор песен для звезд эстрады, автор песен для фильмов и сериалов, певица, вокальный тренер, эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия-1». Ну что же, я так полагаю, что мы вновь с вами встретимся в Казани. Потому что вот сейчас буквально передо мной находится информация по поводу 4-го международного конкурса фестиваля «Баллачак». Это огромнейший, очень интересный проект, который позволяет раскрыться талантам. Самое интересное, что этот проект существует уже так долго, и он обретает все больше и больше масштабы. И все равно каждый остается в этом фестивале единственным и неповторимым. На каждого обращают внимание. Здесь рождаются, зажигаются новые звезды. Здесь вы обретаете свои собственные творческие крылья. И я хочу вам рассказать, как сейчас можно попасть на этот прекраснейший, невероятный фестиваль. Итак, с 12 февраля уже стартовал прием заявок. Я вот здесь буду читать, потому что информация важная, чтобы мне ничего не упустить. Заявки принимаются до 25 марта. Но в случае превышения ожидаемого количества заявок оргкомитет может завершить прием раньше. То есть заявки — это изначально отсматривается ваши видеозаписи. То есть просто так попасть на фестиваль не получится. Надо сначала заявить о себе в таком онлайн-формате. Итак, конкурс проходит в 3 этапа. Первый тур заочный. Вот о чем я и говорю. Для участия в заочном туре участникам необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте www.добро-рядом.ру. В описании под этим видео вы найдете более точную информацию и активную ссылку. Обязательно зайдите по ней. В разделе «Баллачак», прикрепив ссылку на видео своего выступления, вот именно это важно, обязательно создайте ссылку, то есть где вы можете разместить свои видео на ресурсе YouTube, а также, допустим, на Яндекс или Google Диске. Но вот, допустим, на YouTube или ВКонтакте, то есть есть такие ссылки, которые открываются сразу же без дополнительной регистрации. Соответственно, я думаю, что это будет удобно. Проверьте, открывается ли она, и то ли самое видео вы загрузили на этот портал. Итак, значит, вы заполняете форму, прикрепив ссылку на видео своего живого выступления, живого, не запись. Второй тур очный 3 и 4 мая 2024 года в городе Казань пройдет очный тур в культурном центре «Сайдаш». Третьим этапом конкурса является гала-концерт с церемонией награждения, которая состоится 5 мая 2024 года в городе Казань, культурный центр «Сайдаш».
Я так жду этого события. Хочу сказать вам, что обязательно будет от меня мастер-класс по эстрадному вокалу. Это будет в день уже, когда будет гала-концерт, то есть в первой половине дня. Потому что гала-концерт обычно во второй половине дня. В первой половине дня идет репетиция. И вот как раз в этот момент можно будет прийти на мой мастер-класс по эстрадному вокалу. Я жду нашей встречи. Я верю то, что вы успеете все сделать и подготовиться, и подать заявку. И, конечно же, мы увидимся с вами в городе Казань в этом году. До встречи, ваша Дина Мигдал. Балачак, моя любовь. Спасибо. Есть сұрауларыңыз бар? Есть ли вопросы? Радик Мухалямович, вот из каких регионов есть участники? Понятно, что из Татарстана, Башкортостана, соседние регионы, а вот самые удивительные, может быть, дальние регионы для вас? Да, у нас практически вся географическая карта нашей страны. Это и Курск, и Краснодар, и Колома, Самара, Магнитогорск, Тамбов, Екатеринбург, Челябинск, Свердловск, Новосибирск, Санкт-Петербург. Москва, естественно, Тамбов, то есть со всей России приезжают к нам талантливые дети, талантливые ребята. И насколько я помню, что в прошлом году у нас были из ближнего зарубежья тоже гости, из Беларуси, из Казахстана. То есть, так как у нас конкурс международный, здесь заявку могут подать и гости с других стран. Мы с удовольствием их примем и посмотрим на их таланты. Поэтому в прошлом году у нас были гости зарубежные тоже, в том числе. Спасибо. Исәмсез Татар-информ Зилә Мөбәрәкшина. Толығырақ сөйләп китә алмассыз микән? Номинацияларга бүлеп каралачакмы? Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр катнашырга була? Нинди җырларны башкарып була? Шулар турында. Нинди телдә? В плане языков у нас как бы нет ограничений, поэтому дети у нас исполняют на разных языках. Это приветствуется. Потом конкурс у нас детский, поэтому у нас дети участвуют от 5 до 18 лет, 18 лет включительно у нас конкурс, да, вот. И что касается номинаций, у нас эстрадная номинация, народная номинация, и у нас есть такая номинация по фолк, о которой я сказала, то есть которая сейчас имеет как раз очень такое распространение у нас сейчас в Российской Федерации, в регионах, когда именно сейчас идет возрождение народной музыки в стилизации эстрадных, может быть, даже где-то роковых композиций. Вот. С большим удовольствием мы отслушиваем детей, и поэтому здесь в плане нет ограничений, в плане жанров или стилистик каких-то. Вот. У нас, наоборот, это очень приветствуется. И, как я уже сказала, Дина Мигдал отмечала, что очень интересно Татарстан работает. Вот. Еще вопрос. Вот хәзер әйтәләр конкурсларда балалар өлкәннәр өчен җырларны башкаралар дип, зурлар җырларын дип, менә шундый еш күзәтелә торган, шундый факт бар. Я с вами согласна. Сейчас у нас немножко есть такая тенденция, увлекаются дети за моды, скажем так, да, интернет-ресурс его не отключишь, он имеет место быть, но в любом случае сейчас у нас идет усиленная, скажем, такая работа по патриотическому воспитанию, и вот на протяжении последних 2 лет я наблюдаю такую тенденцию, дети с удовольствием поют про родину, скажем так, про родной край. Вот в прошлом году очень много композиций было у нас тоже на татарском языке. Очень было радостно слышать именно на этом проекте такие композиции наших великих композиторов Салиха Сайдашева, Ключерева, Яхина. То, что у нас преподаватели включают в репертуарный план к нашим детям наших классиков. Ну, про народную музыку я уже и не говорю, потому что это как бы имеет место быть всегда. Вот. Ну, здесь как? Конечно, у нас вокал развивается бурными темпами, и из-за того, что вокальные техники у нас сейчас такие, скажем, очень
сложные дети сейчас поют в 10 лет программу немножко сложнее, чем, например, они пели еще 5-6 лет тому назад. Но сейчас идет такая тенденция, что мы все равно работаем с детьми в режиме как бы патриотического воспитания. Мы не забываем про это. Сейчас преподавателям ведется такая работа. Это озвучивается. Я не успела сказать, что на этом проекте очень важный момент, что есть круглый стол, есть обратная связь от членов жюри. Это очень важный момент. Причем он не такой скомканный, он очень развернутый, где каждый член жюри очень подробно может разобрать каждый номер, ответить на все вопросы участников и преподавателей, сделать определенные советы на будущее, на что обратить внимание, может быть, и в репертуарном плане в том числе. Что не стоит давать детям в каком-то возрасте, что, например, что стоит, наоборот, взять в репертуар для того, чтобы решить какие-то определенные задачи не только вокальные, а именно в плане того, чтобы развить именно творческую личность, как и индивидуальность. Вот. Это, конечно, не очень легко сделать такой разворот, да, когда дети поют для детей, да, но мы сейчас Министерство культуры, в целом культурная политика в этом отношении разворачивается. У нас отдельный не просто слоган, а вот наш принцип работы – это дети детям. В этом году мы особо на это внимание обращаем. И это на самом деле большая методическая работа на местах. И вот как раз мастер-классы с педагогами, такое положение, когда дети поют только взрослые песни, оно способно поменять. Вот. И важно же еще наличие композиторов, наличие авторов детской песни. Вот. С этим тоже нужно работать, и такие фестивали как раз подстегивают к тому, чтобы чтобы такие авторы развивались именно в детском направлении. Но и на федеральном уровне тоже сейчас этот акцент появляется на детское кино, детско-юношеское кино, на детско-юношескую музыку, на то, что самим детям, балаларға өздеріне қызық, хамаларының көңілдеріне тура кетірілік музыка барлыққа келе тұрғызыла башлады. Бұл процесс бик тиз бара тұрған процесс түгел шул. Тағы бір сұрау, бір қатнашушы неше жер башкара ала? Присылается видео материала, по которому в заочном туре мы отсматриваем материал, да, оцениваем. И на следующий тур он уже представляет вторую песню, то есть икашир. Да, икашир бірінші жер білән ол бірінші турға кірге, екінші жер білән екінші турға кірге. Шулай тұрып. Рахмет. Тағы сұраулар бар ма? Менде сұрау бар. Мензалиева Галиня, Ялқан. Менә сіз әйттегез, 18 яшьлекләрдә катнаша ала әлеге конкурста һәм 18 яшьлек балалар, дип әйтик, алар уку йортларына кергәндә әлеге конкурстагы җиңүләр берәр нинди льгота бирәме? Я думаю, что здесь, в данном проекте, это очень хороший вопрос. Мы, наверное, это на будущее учтем, да, что мы можем даже этот как бы аспект посмотреть, потому что конкурс еще молодой, 4 года. Вот смотрите, здесь какой момент есть. У нас 18-летние как бы ребята, которые, например, дальнейшую свою судьбу связывают уже с профессией, не просто как хобби, да, музыка, то когда сидят такие эксперты в жюри, есть у нас преподаватели СУЗов и ВУЗов, они, соответственно, могут получить очень хорошие консультации в плане того, чтобы на будущее, если у них предстоят какие-то экзамены, на что обратить внимание, какой репертуар взять и как работать, чтобы как бы к этим экзаменам подготовиться. Потому что в каждом, скажем, СУЗе или ВУЗе есть определенные форматы вступительных экзаменов, да, и
У нас вот в прошлом году у меня лично была такая консультация прямо на проекте. Ко мне подошла девочка, которая собиралась поступать, и мы с ней проконсультировались по поводу как раз вступительных экзаменов. Вот, и я ей объяснила, в каком формате, как, чего, и что там, на что обратить внимание, над чем еще нужно поработать. Вот, есть такой момент. Но я думаю, что касается каких-то привилегий при поступлении, о чем вы меня спросили, я думаю, что это как бы интересный вопрос, над чем можно поработать, наверное, да, и посотрудничать в дальнейшем с вузами, с УЗами. Да, мы посоветуемся с нашими экспертами. Хороший вопрос. Возможно, это будет подспорье прохождения нашего вокального конкурса и работа с жюри, которые мы приглашаем. Возможно, это будет помогать нашим студентам поступать, учиться. Спасибо. Ахмед Бекзор. Спасибо. Есть еще вопросы? Вот в прошлых годах у вас хедлайнерами выступали Радик Ярулин, да, и Элвин Грей. В этом году кого-то планируете приглашать на гала-концерт? На гала-концерт обязательно их пригласим. Да, я думаю, что они не откажут. Вот и Радика Элвина Грея, и Радика Ярулина, и, я думаю, Ришата Тухватуллина, и Эльмиру Калимуллину. Да, со всеми мы дружим, они все поддерживают наши проекты, поддерживают детское творчество. И если в их графике не будет каких-то глобальных концертов, то я думаю, что они обязательно приедут и поддержат наших участников. Есть вопросы? Сұрауларыңыз бар ма? Катнашу тулсынча бушлаймы, мында тиз слайдлар кетти, 5000 деген сөз көрдім. Ой, ну, общее количество, это, наверное, у организаторов надо посчитать, потому что, как бы, я думаю, что это еще не последняя цифра, это будет все расширяться у нас дальше. Участие бесплатно? Нет, участие бесплатное абсолютно. Участие абсолютно бесплатное, социальный проект и проект, который на таком высоком уровне, я не знаю, по участию у нас вот как бы, ну, по пальцам, наверное, можно такие проекты посчитать. Сарны гала-концертқа шақырып қаламыздар. 5 мая, да? Да, обязательно приглашаем всех на гала-финал. Он проходит у нас очень масштабно, феерично, красиво, очень круто. Вот поэтому гала-финал не пропустите. Я вам очень рекомендую, потому что я тоже хожу на разные концерты, там и татарских звезд, и вообще. Но концерт Балачак, он покруче, чем, ну, многие концерты татарских звезд, мягко говоря, потому что это реально очень крутые и талантливые дети, это целое шоу. Вот, обязательно приглашаем всех, кто хочет присутствовать, главное, чтобы мест хватило, потому что у нас всегда бывает полный зал на гала-финале. Вот, и, конечно, приглашаем журналистов, кто хочет присутствовать, тоже будем рады гостям. Спасибо. Победителю клип и ценный приз. Ну, вообще у нас подарков на самом деле много будет для детей. Мы там, ну, и без подарков никто не останется. Помимо там главного приза будут еще второстепенные призы. Потом мы к этому еще привлечем, я думаю, партнеров, бизнесменов, которые какие-то бренды, которые сделают подарки от себя, которые захотят, может быть, кого-то выделить, какую-то номинацию. Вот, поэтому эти переговоры, этим сейчас занимаемся. Ну, будут много разных подарков. Сейчас просто не могу озвучить какие, но подарки будут хорошие. Рахмат, сұраулар жоқ? Хорошо, тогда завершаем пресс-конференцию. Зор рахмат сізге. Спасибо всем. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Жимаканым Маргулсон. Спасибо.